Продолжается отбор граждан для поступления в 2025 году в высшие военные учебные заведения профессионального образования Министерства обороны Российской Федерации. Прием документов осуществляется до 1 августа. Более подробную информацию нам предоставил военный комиссар Республики Ингушетия. На сегодняшний день в республике продолжается набор граждан, заявивших желание поступить в военное учебное заведение. Данная работа организована и проводится в военных комиссариатах муниципальных образований. На сегодняшний день, будем говорить так, любой гражданин, который желает поступить в возрасте до 22 лет, это без армии, и в возрасте до 24 лет, это если я служил в армии, возраст на год был увеличен приема, может обратиться в военный комиссариат, подготовить необходимые документы, и данные документы будут направлены в военное учебное заведение, в которое гражданин изъявит желание поступить, направлен туда, и в последующем данный гражданин, уже сдав вступительные экзамены, он проходит, будем говорить так, профотбор и физподготовку. Также хотел бы сказать то, что прием документов продлен до 1 августа, поэтому юноши, которые на сегодняшний день еще не определились, у них есть время, и они могут сдать документы, но в последующем, по всей вероятности, им придется выезжать уже в место дислокации вуза, там, где находится вуз, в тот город. На сегодняшний день все те юноши, которые сдали, они могут сдавать экзамены выездной комиссии. Комиссия будет работать 17 июня, у нас она будет работать во Владикавказе, поэтому юноши, которые изъявили желание, чтобы не ехать туда в вуз, допустим, который находится далеко, есть у нас дальневосточное, допустим, училище, это в Благовещенск, туда ехать далеко, можно здесь сдать экзамен, и уже, исходя из того, сдал ли он или нет, в отношении этого гражданина поступит вызов, и данный гражданин уже будет направлен в данное училище для учебы. Здесь же также хотел бы обратиться и к родителям. Все наши ребята, которые поступают в военное учебное заведение, они, будем говорить так, под постоянным присмотром. Беспокоиться за них никому не нужно. Ребята, которые там проходят обучение, они обеспечены всем. Это и вещевым имуществом, и питанием. Помимо того, что их бесплатно, как говорится, кормят, обувают, одевают, есть место, где жить, и обучают. После обучения они получают и диплом как офицера вооруженных сил, также получает он и гражданскую специальность, то есть высшее образование гражданское. В последующем он в случае каких-либо обстоятельств может применить себя уже и на гражданке. Также немаловажно это то, что юноши, обучаясь там, заключают контракт. И при заключении контракта они уже получают денежное удовольствие.